Авторынок, расположенный близ Бишкека, считается самым крупным рынком в Кыргызстане. Сегодня цены на авто значительно выросли. Мы решили выяснить, с чем это связано, и поговорили со специалистами, которые занимаются торговлей автомобилями на протяжении многих лет. Некоторые из них уверены, что на цены повлияла пандемия. Так как вот базар много не работал и вообще, вы сами знаете, большой кризис был не только у нас, а по всей земле. И вот, наверное, вот это, скорее всего, повлияло на цены автомобилей. Покупателей по сравнению с прошлыми годами, естественно, поменьше. Специфика местного авторынка такова, что машины младше 2014 года пользуются у кыргызстанцев меньшим спросом и составляют лишь небольшую часть авто, импортируемых в страну. Ажиотаж в основном на более дешевые машины, которые стоят до $5000, отмечают продавцы авто. В общем, сказать, что такой сильного ажиотажа не вижу. Машины подорожали из-за курса еще, потому что в основном продажи происходят в долларах, люди приходят с сомами, потом покупают доллары, и из-за этого им кажется, что машины в этой цене до 5000 подорожали, да? По словам покупателей, высокий рост курса доллара по отношению к сому ощутимо повлиял на подорожание авто. По сравнению с прошлым годом цены выросли на 20-30% в среднем. Я искал себе авто до $10 000. Кроссоверы, такие как Toyota RAV4, Honda CR-V или Lexus RX 330. По сравнению с прошлым годом цены на такие машины выросли в среднем от $1500 до $2500. Если раньше можно было купить хорошую машину до 700 000 сомов, то сейчас такое авто можно купить до 1 000 000 сомов. Разница очень большая получается. Я на протяжении 2 недель выхожу на базар и не могу купить машину. С 1 января 2020 года на территории Кыргызской республики в отношении автотранспортных средств начали действовать единые ставки таможенных пошлин, действующие на всей территории Евразийского экономического союза. В связи с этим уменьшились поставки машин, уверен один из предпринимателей. Повысилась годовая ставка. С 2015 года машины заезжают. Соответственно, наша экономика людей, наши регионы, соответственно, не могут купить свежую машину от того, что они очень дорогие. В этом плане. А вторичный рынок у нас хромает. Вторичный рынок у нас нету поставки. Сделали бы, если нам таможенную сетку бы с 2008 года хотя бы оставили бы не настолько рост, потому что с 2007 года, по-моему, если я не ошибаюсь, с 2007 года наши цены были стабильными. У нас таможенная сетка росла по росту, по году возрастания. Недавно вот события произошли, года 3 назад, таможенный союз зашли и таможенную сетку резко вырастили. Также на рынке в основном предлагаются варианты обмена. Например, если у вас есть авто премиум-класса, можно обменять на эконом. И при этом разницу нужно доплатить. Я сегодня специально приехал сюда, чтобы обменять свое авто. Цены действительно поднялись. Клиентов не так уж и много. Мне предлагают разные варианты по обмену, но большинство мне не нравится. Будем смотреть. Некоторые продавцы авто, которые занимаются перекупкой, не согласны с мнением о том, что за последние месяцы цены на машины на вторичном рынке повысились. Они уверены, что просто растет доллар. Я не согласен с мнением о том, что цены на автомобили растут в последнее время. Например, если раньше вот такая машина стоила $5000, то и сегодня она стоит столько же. Просто в переводе на сомы разница значительно ощущается. Я повторюсь, цены на машины не выросли. Это просто информация ложная. Информация о том, что цены на авто повысились, не соответствует действительности. Я занимаюсь перепродажей авто на протяжении 3-4 лет и думаю, что цены не поднимались. Стоит отметить, на ситуацию влияет много причин, поэтому прогнозировать дальнейшее развитие событий непросто. Но сегодня ситуация такова, что на рост цен на авто повлияла пандемия и рост курса доллара по отношению к сому, отмечают специалисты. Азамат Кенжешев, Гульчоро Казымкулов, Нью ТВ.